Наш эфир продолжит брифинг оперативного штаба по эпидобстановке в регионе. Узнаем, сколько человек заразились коронавирусом за минувшие сутки и принимаемых мер против распространения инфекции. Ольга Валерьевна, здравствуйте. Расскажите о текущей ситуации у нас в республике. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции остается напряженной. За сутки на территории республики зарегистрировано 1937 новых случаев коронавирусной инфекции. Днем ранее было зафиксировано 1710 заболевших ковидом. Необходимо обратить внимание, что для последних 5 дней характерно снижение темпов роста и, соответственно, принятые меры, которые мы с вами совместно принимаем, дают свой эффект. За сутки госпитализировано 137 человек с ковид, накануне это было 127. Выздоровело за сутки у нас 410 человек, и, соответственно, на прошлых сутках у нас выздоровело 286. Несмотря на вот это увеличение количества вновь выявленных случаев заболевания и скорость распространения, у большинства заболевших регистрируется легкое течение заболевания. Как отмечают медицинские работники, само по себе заболевание похоже по симптоматике на острые респираторные заболевания осеннего и весеннего характера. И, соответственно, на настоящий момент приняты все меры для того, чтобы расширить поликлинические звенья и первичное звено обслуживания, как на территории города Якутска, где приходится самое большое количество заболевших по республике, так и в районах нашей республики. С сегодняшнего дня, помимо поликлиник города Якутска, амбулаторный прием по, соответственно, подозрению на ОРВИ ведет Центр амбулаторной неотложной помощи на базе спортивного комплекса «Триумф», куда могут обратиться лица с симптомами респираторной инфекции и температурой не выше 38 градусов. Во всех остальных случаях должен быть осуществлен дозвон либо до поликлиники, облачная поликлиника «Медсет» или по телефону 122. На настоящий момент у нас продолжается вакцинация, и уже 79% взрослого населения у нас охвачено именно первым компонентом. Ревакцинация, которая является сегодня основной и уже общепризнанной в мировом порядке, соответственно, ревакцинация должна дальше продолжаться. Вчера в республику поступила первая партия детской вакцины против новой коронавирусной инфекции «Спутник-М», 720 доз. В ближайшее время будет организована работа по добровольной иммунизации детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Первыми желание, прежде всего, вакцинировать своих детей выразили медицинские работники, соответственно, и города Якутска, и республики, в связи с чем будет организована работа именно такого плана. Еще раз обращаю внимание, как и не раз говорил глава республики, иммунизация детей – это исключительно добровольное, соответственно, мероприятие, и решения будут принимать, исходя из действующего законодательства, родители как законные представители ребенка. Со стороны органов государственной власти будет организовано место и доступность вакцины для того, чтобы эта процедура была пройдена. На настоящий момент по заболевшим детям количество заболевших детей не уменьшается. На территории республики сегодня, по данным мэра города Якутска, в детских садах у нас сегодня находится небольшое количество детей. Группы заполнены на 10-15% в связи с тем, что очень много заболевших, находящихся на изоляции, контактных детей. Вы видите все прекрасно, что происходит по количеству заболевших. И, соответственно, учреждения здравоохранения вместе со всеми работают для того, чтобы и бороться с этой инфекцией, для того, чтобы все были здоровы. Спасибо, Ольга Валерьевна. Это был брифинг по эпидобстановке в Якутии, но мы идем далее, переходим к выпуску новостей. И вот основные темы. Плановую медицинскую помощь детям приостанавливать нельзя. Состоялось совещание президента России с членами правительства. Более 40 лет работы и выработка своего ресурса. В Кызылсыре остро стал вопрос о строительстве новой котельной. Лесные пожары позади, а награждения продолжаются. В Амге отметили и наградили участников и добровольцев в борьбе с огнем.
Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что плановую медицинскую помощь детям в период распространения коронавирусной инфекции приостанавливать нельзя. Некоторые лечебные заведения детского профиля сворачивают, к сожалению, свою работу по оказанной плановой помощи. Все-таки нужно хотя бы в отношении детей сделать все возможное, чтобы плановая помощь в отношении них не останавливалась, отметил глава государства. Вице-премьер Татьяна Голикова заверила, что плановая помощь сохранится, несмотря на пандемию. В центре внимания агросектор в Москве открылась масштабная выставка «Агрос-Экспо-2022». Это авторитетная отраслевая площадка для профессионалов животноводства и кормопроизводства России и стран ближнего зарубежья. Здесь представляют передовые технологии сельскохозяйственного сектора, а также обсуждают главные проблемы отрасли. На выставку приехала и якутская делегация. Подробности в материале наших коллег. Агрос-Экспо – это настоящая витрина достижений современного сельского хозяйства. Самые последние ноу-хау в сфере животноводства и производства кормов здесь представили 300 компаний из разных регионов России и 25 стран мира. Профессионалам есть на что посмотреть. Вот и Петр Дьяконов, фермер из Кобяйского Улуса, с удовольствием задерживается у выставочных стендов с техникой, которая может пригодиться в его животноводческом хозяйстве. Кажется, мы очень многого не знаем. Познакомились с многими людьми, предприятиями, товаропроизводителями и оборудование, которое делают. Интересно нам. Мы уже взяли на вооружение. И новые технологии, конечно, хочется взять все, но пока будем сходить с того, что нам возможно. Агрос – это не только выставка, но и деловая площадка. Более 50 мероприятий проходят в формате дискуссий и круглых столов, где обсуждаются главные вызовы отрасли. Также в рамках форума открылся и 9-й Всероссийский съезд сельскохозяйственных кооперативов. Его главной темой стала поддержка малого и среднего бизнеса. Якутская делегация приехала на съезд сразу с несколькими предложениями, которые должны облегчить жизнь фермеров. Необходимо законодательно закрепить преференции для сельскохозяйственного потребительского кооператива, а федеральный закон о защите конкуренции дополнить нормами, предусматривающими стимулирование создания и развития сельхозкооперативов. Во-вторых, необходимо дать членам кооперативов преимущественное право на получение пользования сельхозугодий, находящихся в государственных и муниципальных фондах. Также якутская делегация предлагает изменить систему налогообложения для сельскохозяйственных кооперативов, чтобы фермеры смогли больше зарабатывать. Все предложения войдут в резолюцию съезда и будут отправлены в Госдуму и Совет Федерации, чтобы парламентарии рассмотрели их подробнее и, может быть, реализовали на законодательном уровне. Максим Кардозо, Джур Березкин, Москва. 162 тысячи вместо запланированных 159 тысяч голов домашних оленей. Такова стабильная динамика повышения поголовья за минувший год. В целом положительная статистика наблюдается последние 3 года. Сказываются механизмы поддержки государственного сельского хозяйства. А с этого года их станет еще больше. Так, по поручению главы республики, поддержка на одного оленя увеличивается на 20-30%. Соответственно, сумма, выделяемая на эту отрасль, достигнет более миллиарда рублей из республиканского бюджета. Увеличивается поддержка и из федеральной казны. Федеральный бюджет с этого года начинает финансировать отрасль развития северного домашнего оленеводства. Республика давно ставила этот вопрос, чтобы федеральные бюджеты эти средства были предусмотрены. Министерство Дальнего Востока и развития Арктики предусмотрело 33 миллиона рублей на эти цели чисто на Республике Саха-Якутия. Там входят такие мероприятия, как приобретение вездеходной техники, строительство благоустроенного жилья для оленеводов. И, конечно, инновационные такие мероприятия, как приобретение беспилотников, квадрокоптеров по технологии содержания оленей. Вилюйский филиал ГУП ЖКХ обслуживает 52 котельных. Из них на газовом топливе 42, на газоконденсатном 10 котельных. Работают котельные в 20 наслегах района. В поселке Кызылсыр котельная проработала более 40 лет и, соответственно, выработала свой ресурс. Поэтому сегодня в поселке остро стоит вопрос принятия решения построить новую котельную.
В поселке Кызылсыр старая котельная отапливает большую половину поселка, как и жилые дома, так и социально значимые объекты. Котельная, построенная еще в середине 70-х, давно выработала свой ресурс. Ее мощности на сегодня недостаточно. Она работала еще на угле, потом в 80-х годах перевели на газ, поставили котлы, переделанные из паровых котлов, АВА-4, румынские котлы. Вот с тех пор, как поставили эти котлы, получается, уже 40 лет они эксплуатируются. Соответственно, и морально, и физически полностью устарели. И вот сейчас все с каждым годом все хуже и хуже, и практически каждую неделю мы ремонтируем котел 1-2, выводим в ремонт. Работники Кызылсырского участка говорят, объект в плачевном состоянии, поэтому проще построить новую котельную, чем вкладываться в старую. Общаясь с работниками ГУП ЖКХ, обслуживающие эту котельную, неоднократно были высказаны проблемы, что котлы бегут, при каждой остановке начинаются какие-то порывы, течи, и постоянно устраняют ремонт. А аварийная котельная создает угрозу всему населенному пункту. Вилюйский филиал ГУП ЖКХ на сегодня обслуживает 52 котельных. Из них одна из самых старых и проблемных функционирует именно здесь, в поселке Кызылсыр. На самом деле есть котельные в городе Вилюйске, но сейчас мы именно первым вопросом ставим по поселку Кызылсыр, потому что действительно мы уже там неоднократно вопрос ставили в свое время перед правительством, перед руководством ГУП ЖКХ. Ну, к сожалению, вот по Кызылсыру вопрос не решается. По остальным котельным мы более-менее вопросы решаем, то есть таких, так скажем, аварийных котельных у нас больше нету. Поэтому вот одна проблема у нас поселок Кызылсыр. По словам работников ЖКХ, сейчас есть лишь два выхода принятия решения. Это построить новую котельную, современную, более мощную и с небольшим запасом, либо реконструировать. Но опять-таки все опирается в финансировании. Анна Васильева, Иннокентий Колесов, Вилюйский улус. В Амге состоялось награждение участников и добровольцев, участвовавших в тушении лесных пожаров. Памятные знаки за самоотверженную и образцовую работу огнеборцам вручил глава района Николай Архипов. Благодаря слаженной и оперативной работе местных жителей и работников Амгинского отделения авиалесоохраны, Амгинского филиала ГАО «Якутлесресурс» пожары были своевременно ликвидированы. Также многие добровольцы оказали помощь в тушении лесных пожаров в других районах республики. На предстоящий пожароопасный сезон поставлена цель также усиленно работать во избежание крупных лесных пожаров. На этом у меня все. До новых встреч в эфире.